Вы смотрите программу «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. В преддверии Международного дня музеев Национальный художественный музей традиционно присоединяется к всероссийской акции «Ночь музеев-2026». Культурная программа приурочена к Году единства народов в России и Году культуры в Якутии. О предстоящих мероприятиях и о вручении ежегодной премии главы республики имени Габышева за особые заслуги в области музейного дела мы сегодня и поговорим. Гости у нас в студии Влада Тимофеева, генеральный директор Национального художественного музея республики, заслуженный деятель искусств Республики Саха-Якутия. Влада Владиславовна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот в этом году Ночь музеев в Национальном музее Якутии пройдет в таком новом формате, на территории галереи зарубежного искусства. Какие новые возможности открывает площадка для проведения этого мероприятия? Да, действительно, впервые мы проводим в памятнике архитектуры города Якутска, в прекрасном розовом здании галереи зарубежного искусства, эту уникальную акцию. И жители и гости республики смогут в вечернее время посетить прекрасные экспозиции галереи, а также сквер, который примыкает к этой галерее. Наша программа будет обширная, включать помимо традиционных экскурсий арт-медиации, квесты. Будет концертная программа классическая внутри галереи и в стиле open air в сквере, где вы сможете услышать современную музыку, электромузыку. Также будут проведены традиционно мастер-классы разного характера. Например, выполнить уникальный в восточном стиле веер и пользоваться им, вспоминая про Ночь музея. Вот хотелось бы также отметить то, что мероприятие состоится уже в эту субботу, 16 мая. И вот, как я уже узнала, что сама встреча обозначается словом «родное». Да? Вот как музей планирует отразить эту тематику в мероприятиях на Ночи музеев? Это всероссийская акция, и все музеи России будут проводить Ночь музея под девизом «Родное». В нашей концепции мы придумали лозунг «Родное, мировое», потому что действительно уникальность нашего национального искусства, аутентичность нашей культуры можно понять только в контексте мировой культуры. И это как раз возможно с помощью собрания Национального художественного музея ощутить в полную силу, потому что мы обладаем прекрасными коллекциями народов Востока, западноевропейским искусством и, конечно, эталонной коллекцией искусства Якутии. И это все мы сможем продемонстрировать в этой уникальной акции. И также в этом году ежегодная премия главы республики имени Михаила Федоровича Габышева отмечает своих лауреатов уже 18 мая. И вот в Международный день музеев каково значение премии для развития музейного дела в Якутии, если так в общих словах? Насколько я знаю, музейный человек не совсем публичный. Его мало кто знает. И чтобы поднять престиж профессии, а также заявить о том, что музей – это такой очень серьезный, важный институт современной культуры, современной жизни республики, вот эта премия проводится, где обязательно награждается лучший музей республики, лучший музейный сотрудник республики и меценат года. Премия носит имя Михаила Федоровича Габышева, известного коллекционера, который в свое время подарил западноевропейскую коллекцию Якутии, жителям Якутии. И мы хотим подчеркнуть, что среди нас тоже есть уникальные люди, коллекционеры, люди, которые покровительствуют культуре и искусству, помогают привозить, например, крупные выставки, какие-то другие мероприятия. Конечно, мы это поощряем. Но я хочу сказать, что премия еще интересна в этом году тем, что мы поменяли локацию. Ежегодно эта премия проходила в галерее зарубежного искусства в более камерном таком формате. Но все знают наше основное здание и привыкли, что Национальный художественный музей именно находится и расположен там. И для того, чтобы общественность смогла посетить в это время премию главы республики в области музейного дела, мы впервые проводим в стенах
Национального художественного музея. Мгм. Здесь, думаю, стоит упомянуть о других филиалах. Давайте, может, расскажем, где они находятся и чем они интересны. Помимо того, что в городе у нас расположен выставочный зал по Кирова 12, сейчас там уникальная выставка проходит «Театрология», посвященная творчеству художников театра. Мало раскрытая тема, и я очень рекомендую сходить, потому что театр в Якутии большое значение имеет, а вот художники театра, они малоизвестны. Также на Хабарова 27, недалеко от площади Победы, расположена картинная галерея академика Афанасия Осипова. И сейчас в рамках национального проекта «Семья» мы проводим реконструкцию этой галереи. И, я думаю, откроем для всех жителей и гостей республики осенью в обновленном виде, где будет и выставочное пространство, где мы планируем показывать современных молодых якутских художников. Ведь миссия нашего музея в первую очередь продвигать искусство Якутии. Мгм. И вот давайте, возможно, вспомним прошлых лауреатов главы премии, да, вот кто они, чем они заслужили это звание, возможно, что они вложили. Ну, премия существует с 2005 года, поэтому ну, практически больше 20 лет она существует. Очень много было лауреатов. Лично я помню, конечно, Асю Львовну Габышеву, которая была признана лучшим музейным сотрудником. И мы понимаем, что это действительно легенда в области музейного дела не только Якутии, да, но и России, потому что проработала она с 1975 года и до сих пор работает. Также лучшими музеями были объявлены абсолютно недавно мультимедийный парк «Моя история», известный музей, где с помощью новых технологий рассказывается история нашей страны. В прошлом году лучшим меценатом был избран директор Алмаз-Эргенбанка Долгунов, и не просто так, потому что он является многолетним меценатом очень многих учреждений культуры, не только музеев. И вот это постоянство и понимание роли культуры и искусства в нашей жизни, вот это мы хотели подчеркнуть, ну, присуждая вот премию этому меценату. Мгм. Ну и продолжая тему миссии и роли искусства, да, в жизни человека, вот как, по вашему мнению, да, Национальный художественный музей, что он делает для республики, какую миссию несет вот сегодня? Я уже немножко затронула эту тему. Конечно, наша миссия – это коллекционировать, изучать и представлять искусство Якутии в контексте мирового искусства, российского искусства. И 70% собрания Национального художественного музея – это именно эталонное искусство Якутии, начиная с народного, декоративно-прикладного, заканчивая профессиональным изобразительным искусством. Хочу отметить, что сейчас я вижу для себя такую небольшую уже даже угрозу и даже вызов, потому что профессиональное изобразительное искусство становится таким неочевидным наследием республики. Все думают, что такое Якутия. Это природа, это недра, да? Но это традиционные промыслы и традиционная культура. Но мы имеем высочайшее профессиональное изобразительное искусство. Достаточно вспомнить Афанасия Осипова, академика. Ну и сейчас работают очень талантливые художники, живописцы, скульпторы. Мгм, действительно, это так. И вот как вы оцениваете текущее состояние музеев вообще в Якутии? И вот какие вызовы и перспективы видите для развития именно Национального художественного музея вот в ближайшем будущем? Ну, здесь, конечно, такая многозадачная, наверное, многозадачная на самом деле, очень сложные задачи стоят. Если говорить о всех музеях республики, это в первую очередь сохранение наследия. Ведь что такое музей? И музей отличается от выставочного центра. Музей в первую очередь наследие сохраняет. И вот вопросы фонда хранилищей с надлежащими
оборудованием, это большая проблема и вызов для всех нас, музейных сотрудников. Конечно, это кадровый голод, потому что профессионалы, и это в первую речь идет о отдаленных таких регионах Якутии. Например, у нашего музея есть филиал в Тиксе. Вот в Тиксе найти человека, которому интересно изобразительное искусство, который этим занимается, сохраняет, пропагандирует, экспонирует, это сложный вопрос. Вот. Ну, есть такие специалисты. Конечно, решают все люди в первую очередь. Ну и еще такой вызов я вижу, это, конечно, технологии, потому что музейные сотрудники очень консервативны. Это, наверное, такая профессиональная особенность. Вот. А технологии, они меняются на наших глазах. И мы должны успевать и понимать, что необходимо применять новейшие технологии. И хочу сказать, что благодаря национальному проекту «Семья» Национальный художественный музей приобретает мультимедийное оборудование, очень серьезное, музейное. И сейчас мы будем работать над этой темой. Угу. Ну что ж, и какие новые направления, да, как раз таки мы заговорили про технологии. Вот в работе Национального художественного музея планируете развивать в ближайшем будущем? Ну, мы сейчас активно работаем со всеми категориями посетителей. И хочу особо отметить, конечно, тему инклюзии в музее. Она у нас есть, существует несколько проектов в музее, «Музей для всех» так и называется. Я думаю, что вот расширение аудитории – это то направление, которое сейчас необходимо. Ну, даже те же выставочные проекты. Например, в основном посетитель нашего музея, если проанализировать, это в первую очередь женщины. А чтобы привлечь мужское население, мы сейчас проводим выставку «ДНК клинка». Если слышали, это выставка ножей бурятского оружейника и якутского кузнеца. Здесь мы ждем уже наше мужское население, приглашаем наших охотников посмотреть этот уникальный проект. Угу. Ну что ж, Влада Владиславовна, спасибо, что вы уделили время и провели с нами такую интересную беседу. Спасибо вам. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.